На 1 сентябрь дез галахтин икани хирдез махачкаладай хукуматин даг сервис управлением пешекарар Назидин Карибов ва Хаджи Хункаров ва энергетика ден ЖКХ ден министерство ден пешекар Мехамед Исмаилов чи район дез Мухманхана. Атанвай хукуматин Получияр муниципальный район ден Ил Нариман Абдулмуталибова Кабулна ва район ден администрации ден Жавадар Колухчири Калас Абру совещание Клятхана. Совещание дал район ден Пешекари ва Атанвай Мухманри, район ден Гюняпатан Хурерин, Улугетягрин Шхутхрин ва Испикрин Хурерин администрации Рик Акасвай Хурера, Эхрим же Вахтара Тебиахта Физвай Дегишвилерикти, Хам Кадай Хам, Дегида Цин Кадарт Эмилхун Вереверна. Ихтин Халара, Гюняпатан Хурерин Ахалияр, Абрун Маишатар, Читин Халара Хатсава. İnsanlar hayı yeriyar tuna masin res küçkünis majbur jezva. Aradalatan vay halar hesabı kurla ve abur rayon din peşekari verevir avurla municipalni rayon din qil imesela halonin muradaldi Dağıstan din правительство дез арзагунис majbur хана. И арзадез жаваб яз Махачкаладай Минприрода дин ва ЖКХ энергетика дин министерство дин пешекари, чи пешекари калаз арадал атай месела вереверна. Мы тут уже с коллегами объезжали и предварительно для себя прикидки сделали, скажем так, концепцию наших дальнейших действий. Значит, вопрос, связанный с поливной тематикой, значит, однозначно он подпадает под прерогативу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом их там определенных уже конкретно питьевой, я же говорю, да, питьевой водой, это подпадает под их прерогативу с учетом вот их перспектив, там, программ и, в общем-то, полномочий. Вопрос второй поливной, значит, в плане обеспечения возможности использования воды, это мы как Минприроды изучим вопрос исходя из расчетных возможностей этого реки Курахчай, значит, насколько она может помимо питьевой воды гарантировать и поливные объемы потребности. Сейчас однозначно мы ничего не можем говорить об этом, но уже касаясь этого, мы предварительно обсудили, для того, чтобы этот вопрос дальше нам прорабатывать, нам сегодня вот обоим министерствам для четкого понимания нужна ясная картина по объему потребления вашего расчетного, который вы хотите не сегодня, а с учетом, значит, ближайшей перспективы. Там в письме его тем более там указано было, что 60 га под индивидуальное жилищное строительство планируется. Поэтому вот с учетом вот этих ближайших ориентировочных перспектив, потому что капвложения, которые будут вкладываться, они должны окупаться на перспективу, чтобы сделали и забыли про эту проблему как минимум в ближайшие 10 лет, если каких-то серьезных глобальных преобразований не будет, резко не увеличится население там, или что-то. Поэтому этот вопрос связан вот с этим. Я говорю, нам нужны четкие показатели по количеству людей в каждом населенном пункте. Значит, мы говорили о том... МРС, все эти мелкие рогатые, крупные рогатые. Да. То есть здесь, поскольку население у вас не городское же, сельское, есть подворье, есть сады, есть, это самое, как говорится, животные, которым надо тоже пить и так далее. То есть четко разбить питьевые нужды, значит, хозяйственно-бытовые чисто там пойдут, значит, для, как говорится, содержания скота, правильно же, да, получается? Ну, это, в принципе, одно и то же, и поливные площади. То есть для специалистов, для проектировщиков, для тех, кто будет рассчитывать, то есть назначение ресурсов было, чтобы четко обозначено, какую воду надо обработать, чистую довести до санитарных норм для потребления людей, а какая может быть, допустим, с другими характеристиками, и физико-химическими, и там, биологическими, может быть использована для уже нужд других, то есть полив там, и на, значит, питье скота. Теперь следующий момент, коснулись мы вот Минмелиотхоза. Все-таки этот вопрос, значит, предлагается, мы, наверное, это тоже в своем каком-то резюме документе отразим, и там тоже, наверняка обратят на это внимание, если проблема ставится именно поливных площадей, то есть должны использоваться средства по назначению, потому что Министерство энергетики ЖКХ, они просто не смогут эту программу, допустим, эти задачи осваивать по своему направлению. Правильно же? Да. Останется вопрос нерешенный. Поэтому, значит, ну, мы запишем в предложениях, что эта тема, скажем так,
близка к Министерству мелиорации и водного хозяйства. Но вам, и я бы так советовал, поскольку вы здесь собрали специалисты и каждый по направлению контактируете, по своему профилю, соответственно, вот с Минмелиотхозом, значит, вот эту тематику, это же письмо или эти же проблемы просто обозначьте, озадачьте, чтобы они, как говорится, были в курсе. Потому что, значит, юридического решения этого вопроса по нашим ведомствам нет. Так получается. И она зависнет. И от того, что мы сегодня будем решать проблему водоснабжения населения, а эта проблема как-то там она будет отставать, на втором плане окажется, и завтра, если эта программа водоснабжения населения будет идти впереди, и там будут сидеть только потребности для населения, завтра, когда появятся потребности по Мелиотхозу, то есть когда догонят ваши показатели, потом скажут, а что ж это? Вы заложили мощности, как говорится, маленькие, когда у вас есть потребность еще по другому направлению. Поэтому здесь нужно скооперировать, действия скоординировать обоих ведомств, и Министерства мелиорации, и вот энергетики ЖКХ, чтобы выйти на суммарные объемы водопотребления по своим характеристикам, соответственно. А наше ведомство Минприроды сейчас мы, вот исходя из этих цифр, о которых я говорил, которые вы дадите с конкретикой по людям, по посевным площадям, по животным и так далее, по категориям, значит, мы на своем уровне, предварительно, исходя из потенциальных возможностей реки Курахчай на сегодняшний день, ну а в зимний период они будут хуже, потому что там, естественно, будет сезонное снижение, поэтому просто сопоставить возможности реальные этим источником, покрыть вот эти ваши потребности. И если анализ покажет, что это не гарантированно, недостаточно там, или значит, на пределе, там есть определенные нормативы расчетов, чтобы завтра не получилось, огромные деньги вложат в объект, построят, и в какой-то период окажется, допустим, не хватило воды, раздали. Там может быть нерациональное использование людьми, которые вы не можете контролировать. Правильно ведь, да? Бесхозность и так далее, и так далее. И, значит, проблема, а людям ничего не стоит прийти на площадь и опять сказать, а у нас нет воды, кончилось. И потом завтра нам объяснять, что мы не учли что-то, допустим, к примеру, в проекте и так далее, не совсем это будет корректно. Поэтому сегодня надо максимально вот эти все, скажем так, возможные изъяны, пробелы, их надо отработать, чтобы мы могли потом, как говорится, более-менее убедительно выглядеть и говорить, вот такие расчетные потребности, это пойдет по такой программе, это пойдет по такой программе, значит, проектируются такие-то сооружения, срок такие-то, этапность идет такая-то. Так предварительно вот наше, как говорится, на сегодняшний день видение вот движения по этой, как говорится, по этим задачам. Поэтому, еще раз возвращаясь, мы сейчас в первую очередь ждем от вас информации, цифр. Вот. Второе, мы, исходя из этого, делая свои предварительные расчеты по, значит, расходам реки на данный момент и возможный, там, скажем, зимний период, даем свои предложения по возможности решения проблемы только за счет нее, через реку, к примеру, да, по ее показателям. Если, как мы говорили, я сказал, если вдруг какие-то будут расхождения в балансах, значит, тогда мы, соответственно, будем, значит, должны будем вносить предложения о, скажем, восполнении вот этой разницы за счет, наверное, артезианских скважин, там, какие варианты еще будут, но все это должно быть просчитано и наиболее экономическое целесообразно. Нет, водохранилища будут однозначно, потому что невозможно вот этот поток воды, как говорится, постоянно его распределять. И однозначно будет накопитель, значит, резервуар, потому что расходы у вас в разное время будут разные, и посуточно, и посезонно, и так далее. А учитывая, как говорится, количество населения и, скажем так, вопросы, которые вы подняли здесь, экономическая, там, значит, обоснованность и прочее, нужен как-то относительно гарантированный режим водоснабжения, я так понимаю. В первом приближении на сегодняшний момент мы сейчас, вот, так скажем, как-то проблему для себя вот обозначим, в каком направлении мы будем двигаться. Вот. И по ходу ее, вот, когда мы будем ее изучать, на каждом этапе будем расчеты сравнивать, получать результаты. Дополнительно нужно обращаться в Минмелиотхоз или оттуда с правительства, куда мы обращались, они будут решать там задания. Поэтому мы готовим свой ответ сейчас правительство на основании вот обращения по той поездке, по вот этим предварительным результатам, мы там укажем вопрос, что необходимо, значит, рассмотреть на уровне Минмелиотхоза проблемы, связанные, значит, с обеспечением поливных площадей, поскольку это
профильные направления их в части, то есть имеется в виду включение в какую-то программу, там, определение сроков, последовательность этапов и так далее. Но не дожидаясь нашего ответа в правительство, пока там к ним придет, вы сегодня на уровне своих контактов, вы же контактируете со специалистами профильными, вы эту проблему можете уже, допустим, да, чтобы завтра, когда к ним бумага придет, они тоже были уже владели информацией, понимали, о чем речь идет, потому что, ну не сегодня, завтра все равно это к ним придет. Поэтому вы не сидите на месте, вы уже начинаете пробивать, говорите, вот проблема стоит, все, сейчас по линии питья занимаемся, по линии мелиорации земель, вот такая-то тема есть, какие резервы у вас в программах, есть там, допустим, в программе действующие, которые они сейчас сопровождают, есть там какие-то резервы или там неосвоенные, или какая-то возможность включения дополнительных объектов и прочее. Просто для себя, вот, как говорится, прояснить хотя бы вот такую, сделать, как говорится, прикидку. Вот. И если нам тоже эту информацию передадите, тоже будет еще лучше. В рамках последней встречи такой в онлайн-режиме Путина с Меликовым Сергеем Лимовичем обострили проблему ЖКХ. Эти проблемы нам говорил, подняли эти проблемы, и есть понимание. Я думаю, Владимир Владимирович поручит соответствующим структурам федерального уровня решить проблемы Дагестана. Обратить внимание на это, да. И это тоже дает какой-то стимул, какое-то понимание для нас. Импульс серьезный, да, для того, чтобы там будут... В этом докладе Я первый раз вижу, что глава республики, доклада это наше. Хороший доклад был, очень хороший. Первый раз, я вот за всю историю, я сколько лет работаю, я не слышал, чтобы глава региона излагал проблемы. Обычно у нас как, там, руку поднимают, у нас все хорошо, все прекрасно, мы это сделали, то сделали. А здесь четко были обозначены очень, определенное количество проблем. И эти проблемы были выслушаны Владимиром Владимировичем и даны соответствующие поручения. И по этим поручениям подготовлены и обращения. Видимо, министерства проработали тоже хорошо. Но мне так видится, я не знаю. Однозначно, раз есть такой посыл, и в целом, как говорится, все-таки серьезное внимание федерального центра, границы государственные, границы, здесь геополитические вопросы, там экономика, там тот же туризм, там вот эта прибрежная зона, серьезно обращают внимание сейчас. Поэтому, так скажем, новая команда, они, соответственно, заряжены на решение этих задач, потому что сверху есть определенная поддержка, гарантированная и будет, и, в общем-то, заинтересованность в том, что наш регион в социальном плане, экономическом был стабилен. Это же важно. Очень. Мы заслуживаем хорошего. Да, поэтому мы доказали несколько раз свою, как говорится, твердость, приверженность, как говорится, государственности, и поэтому ждем, как говорится, поддержки, соответственно. Надеемся, что так все будет. И у нас, естественно, в последнее время происходит такой скачок в развитии АПК. Нам нужны люди, которые работающие, механизаторы, там, да, даже просто рабочая сила. Они получают немаленькие деньги, в месяц они получают 30-40 тысяч рублей. А бригадиры получают, механизаторы получают под 60-70 тысяч рублей. Также? Вот, да, здесь. К примеру, у нас реализуется крупный животноводческий проект, Альяк реализует. Искали где-то месяц, искали дояров, доеры, или как называется, механизаторов, зарплаты 50 тысяч рублей. Операторы машины, 50 тысяч рублей зарплата. Так что вот перспектива у района есть, земли богатые. Нам бы хотелось, чтобы вы тоже нам помогли в этом вопросе обеспечить водой. Спасибо еще раз, что приехали. Спасибо еще раз всем министерствам, вашим руководителям. И за отношение ваше, видно, компетентно, профессионально подошли к этому вопросу. И надеюсь, с этого дня мы вместе будем заниматься этой проблемой. Конечно. Спасибо. Thank you.